Яйнамаз девам ете, ве айтканамаз каба базам студиямызда мусафирлер болуначак. Экабин 20 сенесінің нәтижелеріне чықарамыз. Велбете сонки күнлері Қырым КВН тақымы үшін керчектен де гүзел бір хабер олды, гүзел бір вақиа олды. Демен белесем, тамам бұл тақымның экабин 20 сенесінің ең гүзел нәтижелерден бірісідір. Чөнки aslında Kırımlı Polostrov adlı takım yüksek ligada kumuş medalinin sahibi oldu. Ve bu haqda biz laf edeceğimiz ve başka şeyler umumen alganda KVN hakkında bizim misafirlerimizle laf etmeye isteyimiz. Ve studiyamızda Polostrov KVN takımının iştirakçıları Alim Kailiyev ve Rustem Ibragimov. Selam алейкум. Hoş geldiniz yanımızға. Как настроение? Супер, все отлично. В первую очередь, конечно же, хотелось поздравить вас с победой. Вы стали вице-призерами высшей лиги КВН 2020. Это действительно очень значимое событие для всего крымского КВН, я считаю. Но все-таки хотелось бы для начала узнать. Вот 2020 год, все говорят о том, что он выдался очень сложным, непростым, да, но тем не менее были яркие события, хорошие события в этом году. Вот какими событиями хорошими запомнился для вас 2020 год? Рустем. Ну, с точки зрения КВН для нас был действительно хороший год, несмотря на то, что все говорят, что он очень трудный. Мы, собственно, об этом и шутили, что год был трудный, и все команды тоже, у всех команд были шутки об этом. Но так получилось, что мы дошли до финала, заняли призовое место, мы очень рады, для нас был шикарный год. Все-таки, да, хотелось бы теперь поговорить подробнее вот о высшей лиге КВН, как вы шли к этому, и вот что помогло, Алим, как вы считаете, достигнуть победы в высшей лиге? Упорство и труд, наверное. Мы очень долго к этому шли. 12 лет, если считать с самого начала, с университетской лиги. 12 лет играли в составе команды КВН «Полуостров». 3 года мы играли. Мы 2 года играли в первой лиге в Казани, она проходила. И вот в этом году мы дебютировали в высшей лиге. Очень было сложно, мы столкнулись с многими трудностями, но благо все у нас получилось, мы смогли их преодолеть, и каким-то таким чудесным, фантастическим образом мы заняли еще 2-е место. То есть вы сами не ожидали, что будет настолько хорошо? Вообще не ожидали. Для нас это... Я до сих пор не осознаю то, что мы вице-чемпионы. Ну, как-то, наверное, со временем это... мысль меня как-то уложится у меня в голове, а пока не получается. Ну, пора уже привыкнуть, наверное, к этой мысли. Да. Наверняка вы понимаете, почему серебряная медаль, почему вы стали вице-чемпионами. Наверняка и это повлияло на качество шуток. То есть... Наверное, качество шуток повлияло... Да, я именно так хотел сказать. Может, 2020 год там дал повод для новых шуток. Да, вот вы сказали, что все-таки шутили больше о событиях 2020 года, да? То есть, несмотря на то, что такой сложный год, но люди готовы к подобного рода юмору. Ну да, конечно, все мы живем, все видим, что происходит, но КВН и, в принципе, юмор — это такая штука, где ты должен высмеивать, стебать события, какие актуальные темы. Собственно, об этом мы и шутили. Мы шутили про все, что сейчас тревожит людей, скажем так. Что их тревожит, что им интересно. То есть все это мы проговаривали через призму юмора. Какие шутки больше всего зашли публике? Наверняка коронавирус. Про коронавирус особо старались не шутить, потому что для кого-то это очень... Ну да, шутки шутками. Печально, как бы, есть. А так мы, да, разные шутки абсолютно. Мы шутили про политику, про курортный сезон в разгар этого всего. Шоу-бизнес, да? Шоу-бизнес, да. Благо, шоу-бизнес подкидывал хорошие поводы. Поэтому разные абсолютно темы были. Да, отдельная тема, я считаю, в вашей команде и, в принципе, в высшей лиге, да, это отношения Пелагеи и Алима. Вот все-таки, да, публика хочет знать, что же на самом деле, действительно ли эта история правдива, или же это такой вот образ, это тоже часть постановки. Ну, ладно, раскроем уже все карты. Не, на самом деле, это, естественно, это только в рамках КВН, никаких отношений у нас нет. Вымысел. Естественно, это все вымысел. Но мы сами не планировали завязывать так отношения. В 1/8 так случилось, мы с ней танцевали, я ее пригласил в Крым.
И в этом году На игре. впервые... На игре, естественно, я же сказал, в рамках КВН. И 1/4 проходила у нас в Крыму, впервые в истории. У нас в Крыму проходили. Мы считали грех не воспользоваться таким поводом, потому что я ее пригласил, она приехала, соответственно, можно на этом что-то построить. Далее в Светлогорске, на «Голосящем Кивине» в жюри, помимо Пелагеи, сидела еще и Полина Гагарина. И мы посчитали, что это тоже будет отличным поводом сыграть там на ревности. И далее уже мы понимали, что у нас половина игр уже построена на Пелагее, и мы уже решили до конца добить эту тему. И вот в финале, скажем, поставили ей точку. То есть все началось случайно, спонтанно, но тем не менее сыграла хорошую роль в одержании победы, мне кажется, тоже в какой-то степени, потому что вот эта вот сюжетная линия, какая-то тематическая линия, которая сохраняется на протяжении нескольких выступлений, она тоже сыграла свою роль. Да, за это, получается так, что, может, у нас не только смешно, но и интересно, да, как вы правильно сказали. Скажите, как часто во время игры что-то идет не так, что-то идет не по плану, и как часто приходится импровизировать? Ну, слава богу, у нас прям таких ситуаций не было. Импровизация, это, За конечно... себя говори, у меня конкретно было. Да, у Алима периодически бывает. Ну, какие-то, скажем, мелкие импровизационные какие-то этюды бывают, но так, чтобы мы полностью там забывали текст и начинали импровизировать, такого, конечно, нет. Это все равно очень много репетиций до этого проходит, редактур. Этот материал мы все равно прогоняем. Понятно, что бывает, что за день до игры, либо в день игры что-то меняется. Ну, это всегда Мне тяжело. кажется, часто и такое волнительно. бывает, да, когда Да. за день до игры все меняется. Очень часто бывает, но уже когда ты выходишь на сцену, все равно ты пытаешься успокоиться и проговорить тот текст, который нужно проговорить. Казусы какие-то были, самые такие ярко запомнящиеся есть, когда там декорация упала, я не знаю, что-то... Но самый яркий казус, это, наверное, был на «Голосящем Кивине», когда я приглашал Полину Гагарину потанцевать. Ее предупредили и сказали, подойдет парень, можете выйти. Она сказала, То есть хорошо. даже это предупреждается. Всё. Ну, если требуется какое-то участие жюри, то нужно обязательно предупредить. А Пелагея у нас, в принципе, она никогда ничего не делала, она просто сидела и наблюдала за происходящим, поэтому ее никогда не предупреждали. А Полину предупредили, она согласилась, сказала, все, хорошо, я выйду. Я не знаю, она забыла или что произошло. Я, когда пригласил ее потанцевать, она начала отказываться, она начала импровизировать, что-то говорить. И я стою, я был точно убежден, что она сейчас выйдет танцевать. И когда весь зал на меня смотрит, что я теперь сейчас буду делать, и я стою, вообще не понимаю, что мне делать, что говорить. Она говорит, нет, я так не могу, Пелагея моя подруга. Я говорю, вы много о ней не знаете, мне уже приходилось как-то тоже импровизировать. И, в общем, благо она потом уже согласилась, вышла и потанцевала. Но в тот момент, я не знаю, я готов был в землю провалиться. То есть номер был на грани срыва. Да? Да. Но главное, что публика этого не заметила. Публика, ей, мне кажется, наоборот, даже понравилось, потому что ей тоже стало интересно, как я буду выкручиваться из этой ситуации. А в команде КВН, как правило, у каждого участника есть какой-то свой сформировавшийся образ. И вот насколько ваши образы соответствуют вашему характеру и тому типу личности, которым вы являетесь по жизни? Хороший вопрос. Ну, наверное, нет. Я далек от своего образа. На сцене я, скажем так, говорю очень умные вещи, да? В жизни они меня, к сожалению, так редко посещают. Вот, Рустик на сцене тупой, а в жизни, в принципе... Нет, на самом деле, Рустик в жизни умный. Спасибо. Рустем, да. Все-таки хотелось бы от вас услышать, как вы считаете. Да, нет, наши образы, конечно же, это выдумка, все. Действительно, Алим говорит какие-то острые вещи, острополитические. Просто он очень серьезный, он капитан команды. Я в противовес Алиму, скажем так, Мурзилка, который говорит какие-то глупости, которые всегда ему мешают. То есть в жизни мы дружим, все у нас нормально. Поэтому это только сценический образ, скажем так. А и отдельную благодарность, мне кажется, стоит выразить всей команде, потому что знаем, что в первую очередь вот эта сплоченность, вот эта командная работа помогает достигнуть хорошего результата. Естественно, конечно, несмотря на то, что,
больше всего слов у меня. Команда играет огромную роль. Вся эта работа со сцены, она не видна, но если бы не они, то мы бы, наверное, не были сейчас серебряными призерами. Мгм. Вот КВН уже длится приблизительно полвека, и, наверное, вот все поколения сталкивались с КВНом, смотрели его. Вот вам какой период в КВН нравится больше всего? Нам этот. Мы Кем вы играем стали сейчас. вице-чемпионами, да? Да, ну, многие говорят, что когда-то КВН был лучше, сейчас он не тот. Не знаю, наше мнение такое, мое мнение лично такое, что КВН, он всегда был смешной, он всегда есть смешной, и он всегда будет смешной. Просто, наверное, публика, которая смотрит КВН, она немного поменялась, и поэтому кто-то, И юмор, возможно, конечно же, считает- поменялся. Юмор поменялся, конечно, возникло много там юмористических шоу, интернет. Мгм, всё, YouTube. Да, подъедает очень. То есть часть аудитории уходит в интернет. Ну да, да, то есть тенденции такие, что сейчас все смотрят, молодежь, по крайней мере, смотрит больше YouTube, и по телевизору их там не очень, им не очень интересно наблюдать, что происходит. Перенасыщение юмора уже получается. Раньше такого не было. Раньше там пару передач «Смехопанорама» до КВН. Действительно. Ну, все-таки золотая эпоха КВН, на ваш взгляд, уже прошла или она еще наступит? Но, как по мне, то да. Золотая эпоха — это, наверное, то время, когда играли «Утомленные солнцем», «Пятигорск», «Не золотая молодежь». Но хотя, ну, и в наше время, буквально недавно, там, я считаю, что камызяки — одни из лучших КВНщиков. Они очень достойно показали себя, несмотря на то, что уже после таких легендарных команд они смогли хорошо себя зарекомендовать. Хотелось бы узнать о ваших дальнейших планах. Стали вице-чемпионами в 2020 году. Что дальше? Ну, у нас сейчас сезон закончился, мы сейчас отдохнем, и ежегодный сочинский фестиваль, который он всегда проходил в январе, он в этом году будет в марте. Вот до марта мы будем отдыхать, ну и за месяц, наверное, начнем готовиться к следующему сезону. Будем идти к золоту. Ну, нужно. Будем стараться, по крайней мере. Мы вам Аллах лайк желаем етерсін успехов, сізге. да, чок сағылны, что посетили нас сегодня. Мы вас еще раз поздравляем. А в преддверии Нового года, что вы хотите пожелать телезрителям? Хотелось бы пожелать, чтобы с этим 2020 годом, для многих очень неудачным, я желаю, чтобы все это осталось здесь, в этом году, и в новом 2021 году. Все кардинально поменялось, чтобы был огромный контраст, и улыбка не сходила с лиц всех наших Зрителей. зрителей. Чок сағылны. Присоединяюсь, да. Мы Чок тоже сағылны, присоединяемся да, к и этим поздравляем вас с наступающим Новым годом. Сағыныз. Саламатсыз вас. Yayınımızı devam etemiz sayılı dostlar. Elbette da çok meraklı malumat bu programma devamında sizni bekliyor tamam şimdi onlardan birisi yani bizim növbetdeki kısmımız sizni beklemekte. Buyurunuz sabah programmasından ayrılmanız.